Ребят, сегодня у нас тема урока спряжения глагола to be, глагол состояния. Мы с вами как-то разбирали его неоднократно, и сегодня мы с вами повторим эту тему поглубже. Нура Борисовна выбрала свою профессию по зову сердца. «Я просто люблю детей», – делится учитель. А потому и работа в школе никогда не казалась ей сложной. Нура Хаматханова окончила Казахский университет мировых языков, а после окончания вуза в 1995-м пошла работать в школу. Прошло почти 30 лет. У преподавателя выпустились сотни учеников, которые всегда с благодарностью вспоминают ее. Менять профессию она никогда не думала, а вот место работы решила изменить. Благодаря госпрограмме «Земский учитель». Объявление о существовании такой программы я увидела в социальных сетях и решила попробовать поучаствовать в этой программе, в этом конкурсе. Прежде я работала в городе Малгобек в средней школе номер 3. Я очень любила эту школу и свой коллектив, но на момент, когда я встретила это объявление о конкурсе, я была в академическом отпуске. И подумала, почему бы не попробовать. И сдала документы в министерство. И прошла по конкурсу. Эта школа в Вежере единственная. В ней обучается 139 учеников. Здесь была острая необходимость в учителях по математике и английскому. Благодаря программе «Земский учитель» вопрос с кадрами решен. В числе новых учителей в этом году и Марет Накастхоева. Она преподает математику. 23 года Марет Юнусовна проработала в 7-й школе города Сунжи. Прошел всего месяц на новом месте, а она уже успела покорить маленькие сердца своих учеников. Если кто-то что-то не понимает, она все равно объясняет этому человеку. Даже если он очень сильно не любит алгебру, она все равно пытается как-то с этим человеком найти общий язык и сдружить его с алгеброй. Государственная программа «Земский учитель» позволяет детям, проживающим на сельских территориях, получать образование на таком же уровне, как и городские жители. «Земский учитель» помогает создать условия, при которых выигрывают сразу все. Учителя, получающие 1 миллион рублей за свой труд, дети, имеющие возможность обучаться у сильного педагога, и государство, которое уравнивает возможности для всех школьников. «Земский учитель» действует в Ингушетии с 2021 года. За 4 года в сельских поселениях трудоустроено 22 педагога. Когда я приехала, меня очень добродушно встретили. Директор очень замечательный человечек. Коллектив очень добродушный, приветливые все. Прямо я в восторге, честно говоря. Дети тоже умненькие, хорошенькие дети. Важно создавать привлекательные условия для работы в сельских школах, чтобы талантливые специалисты могли не только реализовывать свой потенциал, но и внести значимый вклад в развитие образовательной среды. Как педагогическому работнику мне хотелось бы выразить огромную благодарность этой программе, благодаря которой мы смогли решить проблему, связанную с нехваткой специалистов в сельской местности, и благодаря которой учителя смогли получить, работающие по этой программе, отличную социальную помощь. Коллектив СОЖ-10 сельского поселения Вежери получили 2 замечательных специалистов. Государство выплачивает 1 миллион рублей педагогам, которые переезжают из городов в села или небольшие поселки и города с населением менее 50 тысяч человек, где устраиваются на работу учителями. Право получения единовременной компенсационной выплаты по программе «Земский учитель» предоставляется по результатам конкурсного отбора претендентов. В конкурсном отборе всего в этом году мы получили 15 заявок. Претенденты должны были представить документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации, документ об образовании, высшее, среднее образование имели право участвовать. Ну и самое главное, там должен был быть возраст до 55 лет на момент подачи заявления. Также в своих портфолио претенденты представляли свои личные достижения. У некоторых были квалификационные категории, звания. Это тоже влияет на получение определенных баллов, чтобы победить в конкурсе. И вот получается по итогам 7 победителей у нас определены. В общей сложности в 2024 году в ингушских поселениях трудоустроено 7 учителей. Напомним, что программа была разработана в 2020 году по инициативе президента России Владимира Путина для поддержки учителей при трудоустройстве в сельские школы. Обязательным условием является то, что педагоги должны отработать в выбранной школе не менее 5 лет. Зарема Ивлоева, Султан Магушков, Магаз 24.